В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Дворец детского творчества имени Фаины Авдеевой является флагманом дополнительного образования в Якутии. История учреждения, начатая в ноябре 1937 года с Дома пионеров, и по сей день связана с детьми. Как и много лет назад, ребята спешат в Дворец творчества, чтобы заняться любимым делом с талантливыми педагогами. Наша гостья в студии Татьяна Иванова, директор Дворца детства города Якутска. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о наиболее популярных направлениях и новых программах в этом учебном году. Прежде всего, разрешите выразить благодарность за то, что вы пригласили в эфир. И тема дополнительного образования действительно сегодня очень актуальна. Дворец детского творчества сегодня работает по 6 направлениям дополнительного образования. Что такое дополнительное образование? Это прежде всего выбор. И выбор каждым ребенком своего любимого кружка, своего любимого дела. Да? И порой этот выбор длится какой-то промежуток времени, и это абсолютно нормально. И во Дворце детского творчества для того, чтобы ребенок мог соприкоснуться с разными направлениями, работает более 100 программ дополнительного образования. Это и по шашкам и шахматам, и по туризму, и по танцам, по вокалу, по театру, по технические все направления. То есть ребенок может попробовать себя в разных буквально направлениях. И это у нас краткосрочные программы и годовые программы, да. То есть ребенок может год походить, потом выбрать следующую какую-то программу. Но при всем при этом у нас существуют еще и, скажем так, многолетние, от 3 до 7 лет программы, очень интересные, куда дети приходят и с интересом занимаются на протяжении длительного времени. И таким результатом для нас, например, является то, что у нас сегодня 5 образцовых коллективов. Один из них – это образцовый коллектив Российской Федерации, оркестр народных инструментов, который возглавляет Людмила Спартаковна Белолюбская. И отрадно, что дети, выпускники, которые заканчивают наш оркестр, приходят, будучи студентами и уже работниками, и тоже приходят и играют в оркестре. Да? Например, дальше у нас есть народный самодеятельный коллектив «Этиген Хамус». Основателем и наставником сегодня является Жиркова Агния Спиридоновна. Образцовый коллектив Республики Саха-Якутия Сирсимере, Брызгалова Марина Андреевна, хореография. И эти коллективы многолетние, с историей. Оркестру, например, 70 лет в следующем году будет, да? Сирсимере 30 лет, Этиген Хамус более 25 лет. И дети с удовольствием ходят на эти программы. В прошлом году, итогом 2024 года, у нас было то, что еще 2 коллектива новых, молодых, им по 5 лет, стали тоже образцовыми коллективами Республики Саха-Якутия. Это вокальный ансамбль «Джирей», руководитель Цитикова Анастасия Афанасьевна, мелодист, педагог дополнительного образования, и наш музыкально-хореографический театр «Зазеркалье». Руководителем его является Тихонова Татьяна Семеновна, Елизавета Анатольевна Афанасьевна. И ребята тоже с удовольствием туда ходят. Также у нас очень есть интересные программы, ступенчатые. Например, по робототехнике. Первая ступень – это для дошкольников и младших школьников. Ребята только знакомятся с азами робототехники, но здесь у нас тоже очень много результатов и республиканских, и даже всероссийских. Наши малыши принимают участие, руководитель Микижекская Лилия Егоровна. Далее у нас идет среднее звено. Ребята уже начинают более углубленно изучать робототехнику. Васильев Алексей Александрович, руководитель, педагог. Кстати, он у нас является финалистом профессионального конкурса «Сердце отдаю детям». И готовится к финалу очному в Новосибирск. В конце сентября должен поехать. И третий уровень, третья ступень – это уже соревновательная робототехника, где ребята уже на таком высоком уже уровне, да, выступают на всероссийских соревнованиях, таких как, например, Олимпиада по робототехнике, да, Робофинист. И здесь руководителем у нас является опытный педагог, который работает с основания детского технопарка «Кванториум», Петров Дмитрий Дмитриевич. Да.
Ну, вот разные программы, буквально ребята могут заниматься вот по выбору. И также, конечно, Дворец детского творчества, он работает круглый год. И мы большое внимание также уделяем и летней занятости в каникулярное время. И у нас есть очень интересные программы в летний период. И в прошлом году, например, инженерные каникулы стали победителем республиканского конкурса вот по этому направлению. А в этом году у нас языковая школа по изучению английского языка с интересной тоже такой программой стала победителем вот в этом году в республиканском конкурсе Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Ну, здорово, очень такие у вас хорошие результаты. Ну и вот сегодня в дополнительном образовании школьников особое внимание уделяется развитию естественно-научного образования. Это вот космофизика, астрономия. Какая работа ведется у вас в этом направлении? Да, вы правильно вот отметили, что сегодня вот изучению космоса, астрономии интерес не пропадает. Дети с удовольствием это изучают. И в 2003 году Фатья Иннокентьевна Авдеева открыла первую обсерваторию на Дальнем Востоке с профессиональным оборудованием, с телескопами. И до сих пор эти телескопы, кстати, мы некоторыми пользуемся, но не со всеми, потому что комплектующих уже, к сожалению, таких нет, да, мы вот как можем их поддерживаем. Поэтому вот идея о обновлении этой темы была для нас тоже актуальна. И буквально вот 2 года мы с этой идеей ходили. И первое, что мы сделали, мы разработали программу по астрономии. Астрономия для всех. А за каждой программой, конечно, стоит педагог. И у нас работают удивительные педагоги. Это опытнейший педагог-физик, известный в нашей республике Никитин Петр Семенович, и молодой педагог, который пришла вот буквально со студенческой скамьи, Орлова Кюня Николаевна. Они работают уже 2-й год по программе вот этой астрономии, да, увлекают детей, дети с удовольствием ходят. И родилась такая идея, чтобы написать вот проект, где мы можем приобрести вот оборудование, да, и такой как раз проект, такой конкурс нам предложил Фонд будущих поколений, Инносфера называется. Мы приняли участие, такой вот серьезный конкурс, там заочно, потом очно наши коллеги ходили, защищали этот проект, руководитель вот технопарка Михаил Владимирович Негмухов, Тимофеева Сардана Дмитриевна. Защитили, выиграли мы около 1 миллиона. И сегодня закупаем новое оборудование, новые телескопы, переносные, стационарные и все, что необходимо для этого, для укрепления, так скажем, содержания этой программы. И, конечно, вот та обсерватория, которая сегодня существует, вы, наверное, видели, на крыше у нас дворца есть типа купола. Это вот тогда было построено, и он требовал ремонта, и мы вот тоже посидели, подумали, написали грант, фонд президентских грантов, и тоже его выиграли на 2,5 миллиона, сделали ремонт, и сегодня это новое пространство, интересное, современная техника, техника скоро придет, мы его вот ждем. Я думаю, что будет созданы все условия для того, чтобы дети исследовали и дальше изучали астрономию, космос и занимались исследовательской проектной деятельностью. Также сегодня очень актуально патриотическое воспитание. Какая работа у вас проводится в этой области? Да, по патриотическому воспитанию мне хотелось бы сказать, что у нас разработана программа воспитания во Дворце детского творчества. С 2020 года у нас работает начальная школа. И вот коллективом начальной школы, учителями был разработан очень интересный патриотический проект «Бережем, храним и помним». Вот как раз я его принесла сюда и хочу показать. Идея его была заключена в том, что сначала учителя и наши дети ходили по каждую четверть и знакомились с памятниками города Якутска. Потом у нас наработался очень интересный материал, и мы решили, что было бы здорово его вот оформить. И решили вот создать вот такие рабочие тетради с 1 по 4 класс. Здесь идея заключается в том, что задания разработаны по функциональной грамотности, то есть дети развиваются, изучая памятники.
потому что за каждым памятником это история, да. И мы эту тетрадь, рабочую тетрадь, представили на научно-методический совет при управлении образования окружной администрации города Якутска, который возглавляет непосредственно начальник управления образования Петрова Мария Петровна, кандидат педагогических наук. И они посмотрели нашу работу и одобрили. И вот сегодня она выглядит таким образом. И, конечно, мы вот считаем, что дети, изучая вот памятники, соприкасаются, не просто вот изучают, да, получают новые знания, но и соприкасаются с культурными традициями и историей нашего народа, нашей республики. Ну и, конечно, инновация и креатив, да, вот сейчас тоже очень актуально. Расскажите немножко о инновационной площадке Российской академии образования. Дворец детского творчества является инновационной площадкой Российской академии образования совместно с нашими коллегами по сетевому проекту. Это школа номер 31, Национально-политехническая школа номер 2 и детский сад «Остров сокровищ» номер 7 по построению муниципальной системы муниципального научно-методического сопровождения педагогических кадров. И этому вопросу уделяется большое сегодня внимание, и реализуются разные вот проекты, например, работа с психолого-педагогическими классами. Вот здесь мы, как Дворец детского творчества, тоже работаем. В прошлом году мы получили лицензию на профессиональное обучение. И сегодня реализуем программу «Вожатый». И 13 детей из психолого-педагогических классов школ города Якутска сегодня у нас проходят такое обучение в течение года, теорию и практику. Практику они прошли вот как раз-таки в летнем лагере дневного пребывания «Планета детства». И сегодня проходит теоретический материал и получат уже удостоверение о том, что они имеют право быть вожатыми и вот работать, да, по этому направлению. У вас открывается новый центр по детскому движению. Расскажите об этом подробнее. Вот как раз в рамках празднования Дня города Якутска будет открыт центр детского движения. Мне хочется поздравить, воспользоваться моментом, поздравить всех жителей города с этим замечательным праздником. И у нас в городе живут и учатся в школах активные ребята, с активной гражданской позицией. И вот когда-то, 3 года назад, на встрече с мэром города, с Евгением Николаевичем Григорьевым, ребята предложили создать детский общественный совет. Евгений Николаевич поддержал их, и сегодня он создан, детский общественный совет при главе города Якутска. Они вот в течение этих лет встречались с Евгением Николаевичем, предлагали интересные проекты, инициативы, которые были поддержаны и сегодня реализованы. Да? Например, такой проект, как нагрудный знак за вклад в развитие детского движения. Он уже вручается ветеранам, ребятам-активистам. Или вот очень интересный проект «Возможности», который стал победителем гранта Российского движения детей и молодежи. Это креативная индустрия. Туда привлекались и приглашались деятели культуры и искусства нашей республики. И ребята знакомились вот именно с креативной индустрией. Да? И вот такие инициативы у нас сегодня рождаются. И принято решение совместно с управлением образования вот, Марии Петровной, которая была, кстати, директором Дворца детского творчества, которая знает всю эту работу изнутри, и открыть такой центр, новое пространство для детей. И сегодня при поддержке окружной администрации, управления образования проведен ремонт современный, в котором принимали участие в дизайне наши же вот и ребята, и будет открыт. И также вот Дворец детского творчества, мы в прошлом году приняли участие в конкурсе по местным инициативам и выиграли тоже грант по благоустройству. И вот рядом, значит, с этим центром сегодня еще и благоустраивается территория. То есть все создается сегодня для детей, для того, чтобы они создавали новые проекты и инициативы. Ну что ж, Татьяна Ивановна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.